Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Успех Лонхо, успех театра в премии «Онегин» и победное шествие фильма «Тыгын Дархан». В Министерстве культуры подвели итоги 2021 года. Ежегодный отчет правительства в связи с эпидобстановкой пройдет в онлайн-формате. Полвека совместной жизни. Якутяне Татьяна и Геннадий Цветковы отметили золотую свадьбу. За минувшие сутки в Якутии выявлено 3314 случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздоровел 1521 пациент. За сутки было госпитализировано 123 человека с ковидом. Отмечается, что несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции у большинства людей регистрирует легкое течение заболевания. Первым компонентом вакцины привиты 575 418 человек, то есть порядка 80% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 127 322 человека. Это более 60% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Особое внимание я прошу обратить внимание родителей, что перевод детей на дистанционное образование, он направлен на разделение скученности и предотвращение заражений среди больших групп детей. Поэтому прошу внимание обратить на то, чтобы дети не посещали общественные места. За сутки из всех заразившихся, соответственно, 21 ребенок. В целом по республике около 30% больных в стационарах – это у нас дети. Сегодня медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. Глава республики обращает ваше внимание на необходимость создания резервных бригад при возникновении коллективных заражений. За полторы недели единый колл-центр Якутска принял более 125 тысяч звонков. В данный момент работа ведется в круглосуточном режиме в 3 смены. Утром и днем работают по 50 операторов, а в ночную смену вступают 30 человек. Как сообщили в колл-центре, наибольшее количество звонков поступило 24 января. Тогда операторы отработали более 24 тысяч обращений. Напомним, единый колл-центр работает по номеру 122. Дошедших людей всех обучили. Сейчас наши операторы все обучены. Перед каждой сменой они проходят инструктаж. Смен у нас 3. Утренняя, дневная, ночная. Перед каждой сменой проводится инструктаж, на котором разбираются, например, какие-то взаимодействие с поликлиниками и прочее. Понимаете, чтобы не было каких-то задержек, не было, чтобы пациент, например, не сидел и не ждал информацию. Потому что бывает, что они перезванивают, когда будет к нам врач. А так как вызовов очень много, естественно, врачи не могут, вызов произошел, и они сразу же появятся у дверей, правильно? 1000 человек находятся под наблюдением алданских медиков с диагнозом омикрон. И каждый день количество больных вырастает на 70-80 человек. Возможный спад волны омикрона специалисты ожидают к концу февраля. Подробнее в следующем материале. Омикрон продолжает жатву на территории Алданского района. Вирус не щадит никого. В списке старики, взрослые и дети. В сутки прирост больных составляет в среднем 90 человек. На сегодняшний день Алданский район уже вовлечен в эпидемический процесс наряду с Якутском и Мегино-Каргалатским районом, Нерюнгри, Мирным. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится порядка 1000 человек, 17 из которых госпитализировано. Все госпитализированные не вакцинированы, с разной степенью тяжести. Активно болеют дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, что также осложняет течение. На сегодняшний день очень большая нагрузка идет на амбулаторное звено. Состоявшийся факт, что в стационар попадают те, кто игнорировал прививку. Те же, кто успел вакцинироваться, переносят заражение омикроном в легкой форме. Лабораторное подтверждение к нам пришло. Да, у нас уже зафиксирована циркуляция штамма омикрон, но не исключено, что также продолжается циркуляция штамма дельта, который вызывает пневмонию. По мнению эпидемиологов, снижение уровня заболеваемости омикроном можно ожидать к концу февраля. Пока же на территории района продолжают действовать ограничительные меры, которые объявлены по всей республике. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан.
Фонд национального благосостояния направит в Якутию 273 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены на ремонт котельных и замену теплосетей в селах республики. Всего в этом году фонд намерен распределить между регионами не менее 105 миллиардов рублей. Отмечается, что после проведенных работ в Якутии мощность котельных вырастет в 1,5 раза. И к ним можно будет подключить 254 индивидуальных жилых дома и 3 социальных объекта. В Алекминском районе продолжает работу компрессорная станция магистрального газопровода «Сила Сибири», которая носит имя Петра Бекетова. Свою работу станция начала в декабре 2021 года. Детали у наших коллег. Подъезжая к новому объекту, расположенному на территории Алекминского района, компрессорной станции, невольно ощущаешь мощность проекта. Огромное здание, большие блестящие трубы. Именно здесь прошла встреча главы Алекминского района Николая Харбина с коллективом промплощадки. В ходе ее была обозначена важность проекта, а также выражена благодарность работникам компании. За вклад в социально-экономическое развитие Алекминского района и многолетний добросовестный труд и преданность делу награждается Шашина Елена Юрьевна, специалист по кадрам группы по кадрам и социальному развитию Ленского ЛПУ МГ. Не менее важно было подчеркнуто обеими сторонами участие компаний во многих проектах Алекминского района, особенно в проектах социальной направленности. Наша организация называется «Газпром Трансгазтомск». Компания наша с 2014 года осуществляет свою деятельность на территории Алекминского района. В 2019 году был введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сила Сибири». В декабре 2021 года запущена компрессорная станция «Петр Бекетов», главная задача которой – поддержание и повышение рабочего давления в магистральном газопроводе. На сегодняшний день наш штат сотрудников Алекминской промплощадки составляет 157 человек. При этом 72% работников – это жители города Алекминского и ближайших сел. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Культурная жизнь республики не прекращалась, несмотря на пандемию. А музеи, театры, библиотеки и другие досуговые учреждения быстро перешли и перестроились на работу в онлайн-режиме. Традиционный ежегодный отчет о проделанной работе представил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов. Он рассказал, что 2021 год был наполнен значимыми событиями. Так, в Алекминском районе прошел Исэ-Халонхо, участниками которого стали более 4500 человек. Помимо этого, Саха-театр стал лауреатом престижной премии «Онегин», а фильм «Тыгын Дархан» с победным шествием обошел ряд международных и российских фестивалей. На 2022 год поставлены не менее амбициозные цели. Планируется проведение на высоком уровне столетия Якутской ССР, а также мероприятий, посвященных Году культурного наследия в России и Году матери в республике. Нам аплодировали, мы добились результатов, мы показали премьеры, музеи наши открыли новые экспозиции, выставки. Но и в целом основные мероприятия, которым всегда гордится и живет, наверное, общественное настроение, вообще настроение в целом населения нашей республики, это наша отрасль культуры. Мы провели Исэ-Халонхо, мы провели юбилейные исэхи, мероприятия, но и в целом те массовые мероприятия, которые сближают нас, окружают общим настроением гордости за свою Якутию, за то, что вместе живем, и за те достижения и таланты наших мастеров, особенно нашей даже балетной школы, которая вот сегодня подрастает. Наша ведь цель – это передать новым поколениям те ценности, которые и воспитывать новое талантливое поколение. Традиционный ежегодный отчет исполнительных органов государственной власти республики о результатах деятельности за 2021 год в связи с эпидобстановкой будет проходить в онлайн-формате. Старт отчета правительства Якутии 4 февраля в рамках передачи «Актуальное интервью» даст председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Прямые трансляции студии НВК «Саха» с участием членов правительства начнутся с 5 февраля на всех телеканалах и социальных сетях компании. Нерюнгринцы Татьяна и Геннадий Цветковы отметили золотую свадьбу. Они создали свою семью полвека назад в городе Арсеньев Приморского края. А 43 года назад молодая семья по комсомольской путевке приехала в Южную Якутию, где у них выросли двое детей, сын и дочь. Отец семейства Геннадий Алексеевич 32 года проработал в компании «Якутуголь». За верность работе он был награжден памятными знаками «Лучший по профессии» и «Шахтерская слава» 3-й степени. Татьяна Владимировна всю свою трудовую жизнь проработала в сфере торговли. По словам супругов, прожить вместе полвека им помогли понимание, терпение и мудрость. Мы очень счастливы. Приехали внуки издалека. Один из Петербурга, другой с Москвы. Дети здесь. Мы очень счастливы.
Маленького нет, правда, внучка здесь, но он маленький совсем. Ну, прожили мы хорошо все эти годы, 50 лет. Разные случаи были. Путешествовали, отдыхали, ну, и работали, растили вон детей, внуков. Слава Богу, неплохих. Всех. Если я где-то вспылила, муж просто отошел в сторону, промолчал. И все, мир и покой. Поэтому, наверное, и живем 50 лет. Якутия. Классика. Современность. Так называется новый проект театра оперы и балета, который стартовал с февраля и продолжится ровно год. Цикл концертов посвятили столетию Якутской ССР. На первом концерте побывала наша съемочная группа. Непривычно пустые ложи и портеры. Несмотря на это, артисты театра оперы и балета волнуются, как при полном зале. Первый концерт проекта «Якутия. Классика. Современность» проходит в онлайн-формате. То есть насладиться концертной программой теперь могут все жители республики. Достаточно купить билет на сайте и там же подключиться к концерту. Необходим лишь интернет. Никаких движений не делают. Артистам, солистам очень сложно, потому что они привыкли петь для зрителей. А тут свет в глаза и напряжение есть такое у солистов. Специфика есть. Основной упор делаем на звук и на свет. В течение года в концертах прозвучат лучшие якутские песни, по-настоящему вечные произведения народа Цаха. Каждая программа будет посвящена определенному направлению и временной вехе. Несмотря на то, что сегодня в республике действуют ограничительные меры, мы решили работать онлайн, потому что для нас очень важно, чтобы наша труппа, наши артисты были в форме, и чтобы наш зритель мог насладиться нашим творчеством театра оперы и балета в режиме онлайн. Поэтому мы ждем всех зрителей на наши спектакли и концерты в онлайн-режиме. Коллектив театра в юбилейный год планирует большие гастроли в городах Урала. Также Международный день танца в апреле состоится уникальное событие. Это мировая премьера балета «Дягилев. Сезоны». А год завершится у артистов на сцене Большого театра. Там планируется грандиозная премьера национальной оперы «Нюргун Потур. Стремительный». Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. В нынешнем феврале у россиян будет только один дополнительный выходной. А так, 23 числа текущего месяца страна отметит День защитника Отечества, который выпадает на среду и будет выходным днем. В марте в честь Международного женского дня россияне будут отдыхать с 6 по 8 число. Эстафета огня Олимпийских игр 2022 года стартовала в Пекине. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР. Эстафета пройдет на территории 3 кластеров проведения олимпийских соревнований в Пекине, столичном районе Янцзинь и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. Забег завершится 4 февраля в день открытия Олимпиады. В эстафете примут участие около 1200 факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет. Таковы новости к этому часу. Всего доброго.